К другим темам. С декабря прошлого года в поселке Айхал работает офис «Мои документы». В этом многофункциональном центре жители поселка могут получить более 60 услуг разных ведомств, будь то пенсионный фонд или миграционная служба. Основным преимуществом центра является максимальное удобство для клиентов. Продолжит тему Анна Захарова. Теперь жителям Айхала не придется выстаивать длинные очереди, чтобы оформить тот или иной документ. С открытием в поселке офиса многофункционального центра эта проблема решена. Здесь можно подать документы для получения целого ряда услуг. И все это в одном месте. Как только заходишь в офис «Мои документы», сразу чувствуется атмосфера комфорта и уюта. Стиль центра передает открытость, личный подход к каждому посетителю. Основные ценности МФЦ – это внимание и близость к людям, дружелюбный сервис и комфорт, электронная очередь, приветливые консультанты, возможность получения нескольких видов услуг в режиме единого окна. Эти преимущества оценили уже более 900 жителей поселка. Именно столько айхальцев обратилось за услугами в офис «Мои документы» с момента его открытия. Основные услуги – это по органам ФМС, пенсионный, налоговый. В настоящее время у нас есть замена паспорта Российской Федерации, есть прием документов на оформление заграничного паспорта, регистрация временная, постоянная регистрация, также оформление СНИЛС, ИНН. С недавних пор в МФЦ можно оформить документы на приватизацию имущества, право собственности на гараж, снять обременение по ипотеке. С 10 апреля также действует прием документов на бесплатную юридическую помощь социально незащищенным слоям населения. Все документы отправляются нашим юристам в Якутск. Может даже быть составлено исковое заявление, могут представлять интересы заявителя в суде. В столице республики в офисе «Мои документы» предоставляется более 300 услуг и действует многофункциональный центр в Якутске уже 5 лет. Айхальский же филиал был открыт всего несколько месяцев назад, а перечень услуг здесь будет увеличиваться со временем. Анна Захарова, Андрей Шиповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».